Добрый день, уважаемые наши зрители. Сегодня у нас опять в музее гость. Это этнограф, кандидат исторических наук Елена Николаевна Зайцева. Здравствуйте, Юрий Александрович. Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня мы поговорим об очень актуальной и, наверное, многих интересующей теме народной медицине вообще и о народной медицине удмурта в частности. Вот, Елена Николаевна, вот как вы считаете, как специалист, народная медицина и сейчас достаточно живое явление, или же мы все используем там рецепты или советы из уже всем известных популярных справочников, то есть как унять головную боль или там замазать царапину? С одной стороны, Юрий Александрович, безусловно, традиция, народная медицина, она жива, но с другой стороны, это не та народная медицина, которая являлась традиционной системой лечения, профилактики, диагностики заболеваний, которая существовала у удмуртов и у других народов ранее. На мой взгляд, современная народная медицина, она синкретична, включает в себя как традиционные знания, так и то, что вот вы назвали справочная литература, где-то, может быть, интернет, но также там бабка одна сказала, тоже как вариант. То есть это, безусловно, знания на бытовом уровне, использующиеся и знакомые многим, но, с другой стороны, это, безусловно, не в чистом виде та традиция, которая существовала ранее. Но вот та традиция, она существовала, потому что другой медицины не было. И нынешняя народная медицина — это от того, что есть какие-то недостатки, ну, как ее правильно назвать, в клинической медицине. Как вы считаете, почему традиция все-таки поддерживается и почему она долгое время существовала вот в таком классическом для нас, этнографов, традиционном виде? Безусловно, изначально это связано с тем, что клиническая медицина, она, во-первых, долгое время в принципе не существовала, если мы говорим о территории нашего края. Только после реформ 60-х годов, благодаря земской работе, работе земств, появились хоть какие-то элементы клинической медицины, официальной медицины. И, конечно же, народная медицина, она являлась основой для сохранения здоровья и для всех мероприятий, скажем так, комплексом мероприятий, связанных с существованием этноса в принципе. Что касается сегодняшней ситуации, мне кажется, что здесь речь идет, с одной стороны, о доверии тем знаниям, которые передаются из поколения в поколение, а с другой стороны, что уж там говорить, есть проблемы с доступностью медицинской помощи, особенно в сельских районах, и здесь иногда вынужденно наши с вами граждане вынужденно обращаются к старинным рецептам, скажем так. Ну и, наверное, есть такие случаи, когда официальная медицина признает себя бессильной, да, и ищите типа возможности, да, сами. Наверное, да, это тоже такое. Иногда это последняя возможность, шанс, да, последний шанс, надежда на получение помощи, на выздоровление, когда других уже надежд не остается. Наверное, так. А кто был вот носителем этих знаний? Раньше это было как бы повсеместное знание, и все могли как применять эти способы. И сейчас кто является вот знатоком? Кто эти люди были? Можете об этом рассказать? Нужно, наверное, различать, какого рода знания. О чем мы говорим с вами. На бытовом уровне большинство недомоганий, в принципе, могли лечить взрослые члены семьи. Ну, условно говоря, порезы, ушибы, синяки, небольшие так называемые простудные явления. Ну, как и сейчас, собственно. Ну, как и сейчас, собственно, да. Но серьезные недомогания, например, требующие хирургического вмешательства, обязательно требовали наличия специалиста. И заболевания неясной этиологии, что называется, непонятно от чего произошедшие, например, те заболевания, которые связывались с вредоносным воздействием, они, безусловно, тоже требовали присутствия квалифицированного специалиста, которого мы можем называть по-разному. Знахари, шаманы, туну и так далее. Ну, а вот много сейчас говорят о вединах. Вот есть такое еще категория? Была ли она раньше, или это явление нового времени? То есть
кто это, мужчины, женщины, действительно знатоки, колдуны или действительно умеющие врачевать? Есть такое хорошее выражение: все, что умеет пилящ, вернее, все, что умеет ведин, не умеет пилящ. Но все, что умеет пилящ, знахарь умеет ведин. То есть, вы немножко поясните, да, что это, кто означает, такие ведины, что кто такие пилящи? ведины, ну, будем называть их колдунами. Это люди, обладающие тайными знаниями, не напрямую связанные с лечебной практикой, но в том числе и с ней. То есть колдун умел и лечить, в том числе он умел и наслать болезнь, и мог, что называется, испортить человека. Знахарь Пелещкищ умел только лечить, и причем круг его умений, да, специализация его была ограничена, в отличие от ведина, например, который обладал, по представлениям народа, достаточно широкими полномочиями, как в сфере излечения, так и в сфере и диагностики заболеваний. Но если, допустим, обращаться к Пелещкищ было вернее, безопасно и как бы даже не стыдно, то к ведину всегда обращение носило тайный характер, и тот, кто к нему обращался, понимал, что это будет иметь какие-то последствия для самого человека, который не рискует обратиться к такой вот личности, не обладающей какими-то сакральными знаниями. Ну, то есть пилящ или пелещкищ — это скорее знахарь, да. А ведин — это уже ближе к колдуну, к колдовским каким-то способностям. Ну, здесь очень тонкая грань, которую, наверное, четко провести невозможно, но упрощенно, да. То есть у них разная немножко сила знаний, скажем так, и немножко разные знания. И даже способ получения знаний у них разный. Ну, если так подумать, то есть получается, что магия так или иначе все равно присутствовала при народной медицине как лечение. То есть, какого рода, например, заболевания, при каких болезнях могли обратиться скорее к вединам, то есть колдунам, где рассчитывали на помощь именно магических действий? Это всегда болезни, связанные с так называемыми душевными расстройствами, когда подозревали у человека какие-то психические отклонения. Это детские болезни, это болезни, связанные с неясным происхождением и с неочевидным протеканием болезни, когда болезнь нетипично проходит, хотя начиналась, например, как обычная простуда, а потом перешла в что-то совершенно иное. Тогда, конечно, помощь знахаря или ведина, она должна быть обязательна. То есть, условно говоря, если мы думаем, что у нас простуда, это можно вылечить. Это если вдруг она перешла в стадию пневмонии, наверное, в народной медицине не совсем понимали разницу или просто более тяжелое течение заболевания. И там уже, конечно, наверное, прибегали с помощью каких-то магических средств. Но не все заболевания, вот те, что простудные, перебью, можно было лечить с помощью магии. Например, оспу, тиф и вот такие остро заразные инфекционные заболевания магическими способами не лечили. Кстати, если уж говорить об этиологии заболевания, то есть вот таких вот массовых инфекционных заболеваний, что, по мнению удмуртов, скажем, являлось причиной таких болезней? Чаще всего заболевания инфекционные, остро заразные, связывались с воздействием духов. Духи, наносящие болезни, специальные духи, разные, каждый дух отвечал за свою болезнь, они привязывались к людям, поскольку это был смысл их существования. Они ловили людей в специальных местах в определенное время и существовали периоды табуированные в течение дня, в течение месяца. Существовали места, где следовало вести себя осторожно, чтобы не подхватить горячку, тиф, инфекционное любое заболевание, желтуху, например, то же самое. Поэтому удмурты раньше знали, что нужно делать, чтобы избежать такого рода заболеваний. Видимо, помогало. То есть, в принципе, наверное, имелось некое представление о том, что такое здоровый человек, и, соответственно, были какие-то, сейчас мы бы сказали, меры профилактики, чтобы избежать каких-то болезней. Вообще, вот какое представление, что такое здоровый человек, и что с ним могло случиться, чтобы он вдруг стал нездоровым, кроме, может, воздействия духов?
Здоровый человек – это, конечно, прежде всего трудоспособный человек. Это человек социально благополучный в том смысле, что он не является обузой для своих родственников, для общины, он полностью включен в экономическую деятельность, и он полезный, скажем так, да. Поэтому, соответственно, любое недомогание, которое вынуждало человека либо приостановить свою трудовую деятельность, либо, в принципе, делает ее невозможной, рассматривалось как достаточно серьезное нарушение функции человека, в принципе. Есть даже такое выражение, что много и часто болеющий человек имеет много грехов. Ну, то есть, соответственно, он маркирован, да, как-то, то есть с ним категорически что-то не то. Но, конечно, удмурты понимали, что не все болезни насланы какими-то злыми духами или воздействием черной магии. Конечно, простые представления о том, что тяжелый труд, постоянный труд, он может приводить к недомоганиям, они тоже существовали, это было очевидно. Переломы, ушибы, так называемая надсада, ревматизм, грыжи разного рода, они, собственно, и связывались с повседневным трудом и лечились соответствующим образом, ну, то есть рациональными методами. Чаще всего. Ну, вот если говорить о переломах и грыжах, то есть методы-то были примерно такие же, как и сейчас, то есть вправление, фиксация? Да, или что? Да. И переломы лечились с помощью наложения шины из коры деревьев, и грыжи хирургическим воздействием, с помощью массажа, с помощью просто рук, либо специальных приспособлений. Они, специальные люди, умели лечиться вполне успешно. И наши полевые материалы доказывают, что и совсем недавно костоправы и специалисты, специальные люди, специальные бабушки, которые лечат грыжи вправлением живота, пупочные грыжи прежде всего, они существовали. Ну, сегодня есть, наверное, есть, но ну, сейчас и официальная медицина редко. вроде, да, достаточно успешно лечит подобные заболевания. Да. А вот сейчас, в общем-то, в официальной медицине достаточно популярны химические способы лечения, так, и с помощью таблеток, пилюлей там, и так далее. А вот с помощью каких средств лечились раньше? То есть, не знаю, химические или, может быть, или какие-то, может быть, минералогические, может, глины тогда знали. Можете об этом рассказать? В ход шло все, начиная от растительных средств, заканчивая средствами жизнедеятельности человека. Даже человека? Даже человека. Абсолютно все, и минералы, и глина, и свинец, олово, продукты жизнедеятельности животных. Домашних? Или домашних тоже? И диких можно было, тоже использовали. Ну, основной арсенал, это, конечно, растительные средства, они более доступны, более безопасны. И многие знают, как их использовать, для чего, как заготавливать и как их как приготовить, скажем, да, средства растительного происхождения, в отличие, например, там, от каких-то специализированных средств, связанных с очень редкими металлами или еще чем-то. То есть то, что есть под рукой, в огороде, в лесу. А вот эти растительные средства, то есть это те же самые растения, которыми мы и сейчас пользуемся, то есть и в народной медицине удмуртов тоже были известны полезные свойства, там, не знаю, подорожника, душицы. Да, душица, земляника, овес, мята, все что угодно. Ну, как правило, это травы, в меньшей степени это кустарники и деревья, но тоже известный рецепт использования. Я извиняюсь, а продукты жизнедеятельности, они использовались как магическое какое-то средство, или все-таки действительно у них есть какие-то терапевтические свойства? Ну, тут можно, конечно... Мы с вами скептически относимся к таким вещам, да. Но раз практика существовала, и я склоняюсь к этому, значит, она помогала, значит, эти рецепты были действенными. И поэтому я считаю, что когда люди находятся в ситуации
искреннего желания излечиться, то они могут использовать, в принципе, все. Особенно, если это помогает. То есть, вот сила внушения, то есть вот такое, что человек, если он уверен в том, что он вылечится, то есть это, наверное, тоже как-то способствовало. То есть можно и мочу выпить в этом случае. Есть такое, конечно. Были ли какие-нибудь, например, средства типа заговоров, может быть, или каких-то вот формул излечающих, которые нужно было знать? Известно ли такое в удмуртской культуре? В удмуртской культуре лечебная обрядовая деятельность хорошо изучена, кстати говоря, и она достаточно распространена и до сегодняшнего дня. Надо сказать, что магические формулы, которые применялись при лечении, они чаще всего, конечно, были в арсенале знахарей. Но, например, формулы, которые останавливали кровотечение, они были известны в каждом доме в разных вариациях. Вот такие вот бытовые вещи на уровне минимальной сговорной практики, они бытовали. Какие-то сложные конструкции, сложные заболевания, тяжелое течение заболеваний магическим сопровождением, они, конечно, передоверялись уже знахарям. И, казалось бы, заговорная вот эта вот составляющая, она носит вспомогательный характер, но некоторые заболевания лечились исключительно заговорами, исключительно, то есть без применения каких-то рациональных методов, без растительных средств, без каких-то там… то, о чем мы говорили. Да, есть такое. По крайней мере, было. А вот я думаю, у меня мысль такая возникла, когда мы говорили о не совсем традиционных средствах лечения, что, может быть, для нас сейчас еще важным элементом являются наши гигиенические, что ли, представления, что является чистым, что нечистым. А можно ли вот как-то характеризовать гигиеническую культуру удмуртов, то есть жили чисто, или не обращали внимания, понимали ли связь между, скажем, условно говоря, грязью и возможностью заболеть, инфекционными болезнями хотя бы, Как поддерживали чистоту? Как любая удмуртская культура, традиционная, как любая крестьянская культура, она, мне кажется, исходит из представления эргономичности. Вот постоянная забота о чистоте жилища, одежды, надворных построек, тела, она, в общем-то, отнимает достаточно много сил. Поэтому тяжелый крестьянский труд, он на самом деле не может, вот этот постоянный крестьянский труд не может, наверное, сочетаться с какой-то там бесконечной заботой о чистоте. Абсолютной чистотой, тем более. Наверное. Абсолютной, то, чем сегодня мы немножко болеем, мне кажется, потому что у нас ритм жизни другой. Наверное, иммунитет тоже ведь от этого зависит, Ведь абсолютная чистота, она тоже не всегда способствует поддержанию иммунитета. Есть, кстати, поверье, что если человек болеет, тяжело болеет, ему нельзя менять одежду, ему нельзя расчесывать волосы, мыть его, и это не некое суеверие, есть научное подтверждение того, что, что тяжело больного человека, особенно болеющего такими инфекционными заболеваниями, следует как можно меньше подвергать таким процедурам. Но, тем не менее, все равно и у удмуртов, наверное, были специальные помещения, которые, мы бы сродни сказали, там, больницам, или где действительно делали свое дело костоправы, массажисты народные и так далее. Может быть, это баня, скорее всего, была? Конечно, безусловно. Баня – универсальное помещение как для родовспоможения, так и для проведения лечебных процедур, диагностических процедур. Там есть вода, там тепло, там чисто. Очень рационально, на мой взгляд. И кроме того, баня, конечно, носит такой сакральный смысл, сама баня имеет в удмуртской культуре. Она на пограничном положении, с одной стороны, это совершенно помещение утилитарного характера, с другой стороны, некоторые лечебные процедуры проводились только там. Какие? Например, лечение детей проводилось в бане чаще всего. И диагностирование, особенно маленьких детей, проводили в бане. И делалось это только знахарками, и иногда даже мать не пускали. Лечение испуга, например, детского, так называемого,
то есть вот как мы сегодня говорим, поражение центральной нервной системы. То есть такие вот психические и так далее заболевания, ну и кроме того хирургические. Вмешательства, связанные с проведением массажа, вот этих вот вправлений и так далее, это все только в бане, только там. А вот я вспомнил еще, когда мы говорили о средствах лечения, вот еще такой продукт жизнедеятельности – пчел, мед. Он как-то использовался в народной медицине? Мед использовался очень широко, использовался в чистом виде, но очень ограниченно. Его никогда не применяли в больших дозах и строго дозировали для каждой возрастной группы. То есть, например, маленьким детям его не давали. Давали детям постарше. Мед использовался в растворенном виде. Мед использовался в качестве добавки в лечебной мази. Добавляли в тесто, которым проводили диагностику у маленьких детей, ну и так далее. Мед использовался широко, но мне кажется, что в силу того, что это был достаточно дешевый, да, скажем так, продукт, не всегда всем доступный. В культуре обычно он достаточно доступен был, но... Вот по полевым материалам, тем, которые у нас уже есть, не у всех была возможность им пользоваться. Но способы лечения были известны. А вот вы упомянули про использование теста при диагностике детской болезни. Как это можно пояснить? Есть такая известная процедура, достаточно известная, она известна и у русских, не только у нас в крае. Ребенок, который часто плачет, беспокоен, но видимых явных признаков заболевания не демонстрирует, он подозревается в том, что у него есть так называемая щетинка, вот говоря, да, по-русски, и ребенка приводят в баню, его знахарка или вот в современной интерпретации крестная может его привести. Делается особым образом тесто. Тесто на ребенка накладывается, через определенное время со спины на спину, со спины снимается. Если в тесте есть волосы, то считается, что да, вот диагноз поставлен, и, собственно, тем же способом и убирают эту болезнь. С помощью теста снимают несколько раз, пока тесто не станет чистым. И ребенок после этого становится спокойным. А есть ли у удмуртов какие-то, может быть, интересные приемы акушерства, например, если мы уже говорим, все равно это, наверное, очень важно, чтобы человек пришел в этот мир здоровым. Вот об этом наверняка как-то заботились раньше. Удмуртам было известно несколько способов родовспоможения, скажем так, да. Думаю, что понимаем высокая женская смертность была связана с частыми родами, да? Женская родовая смертность, предродовая, родовая, послеродовая, когда действительно велика опасность для здоровья самой матери прежде всего. И это нам сейчас хорошо, да, под наблюдением врачей, как правило, этого уже не случается. В прошлом надеяться женщинам было, в общем-то, не на кого, кроме как специально на бабушек-повитух. Но чаще всего это были обычные пожилые женщины, имевшие богатый опыт жизненный и вот лечебный. Известно, что у удмуртов была известна процедура вправления матки, то есть она способствовала и правильному рождению ребенка, и лечила в том числе от бесплодия. Были известны способы родовспоможения, связанные с современной практикой, когда ребенка умели поворачивать в утробе мамы, прям поворачивать, да, то есть не внешним вмешательством, а с помощью массажа. И во время родов тоже можно было по-разному проводить саму процедуру, помогая женщине и ребенку. Конечно, это снижало травматизм и смертность. И это действительно были эффективные процедуры, но многое зависело от квалификации, скажем так, повитухи. По сути, и современная медицина признает такие методы вполне рациональными, да? Да, То есть абсолютно. Это ну, это не значит, что мы, конечно, советуем всем обращаться к народным нет. Ну, да, поскольку это помогало, и, видимо, этот опыт, он был очень востребован и действительно
достаточно развит. А вот, Екатерина Николаевна, были ли какие-то вот способы понимания того, здоров человек или нет? Вот мы говорим, что все-таки для человека в традиционной культуре очень важно вот это, ну, естественно, рождение. Следующий этап, наверное, уже свадьба. То есть, что главное, чтобы создать новую семью. И, соответственно, наверняка ведь были понимания и представления, то есть по каким критериям, например, выбирали невесту, то есть как считалось, насколько она вот здорова, что еще важным считалось, как это можно было понять? Самое первое, что, наверное, предпринималось, это изучение родословной, скажем так. Если в роду были психические заболевания, даже не в близком родстве, старались такой семьей не связывать. В дальнейшую жизнь своих детей и, как правило, в супруги не брали потомков и родственников таких людей. Ну, вообще, вот как бы действительно, несмотря на какие-то другие факторы. Но, во-вторых, конечно же, оценивалась даже не красота будущего супруга или супруги, а именно работоспособность. Кровь с молоком, да, как мы говорим. То есть наличие выносливости, очевидная физическая, соматическая, скажем так, да, составляющая, когда человек крепкий, очевидно, он много работает, он может быть вынослив. Женщина должна быть я так понимаю, немножко в теле, чтобы она могла родить и хорошо работать. Чтобы свою доказала, чтобы она много могла работать, чтобы она могла родить, чтобы она была и хорошей хозяйкой. Конечно же, эти представления, они прежде всего связаны вот с таким фактором, как работоспособность в будущем в семье, насколько полезным будет этот человек. Ну и в этнографической литературе считалось тоже не зазорным, но обычно у удмуртов невеста бывала и старше, чем своего жениха, и даже если у него уже был ребенок, это наоборот считалось, что уже надо доказывать свою фертильность и способность к труду. Ну да, очень рационально, на мой взгляд. А неизвестно ли, например, вот для мужчин в удмуртской культуре столь же важным событием, как свадьба, является служба в армии? Если его призывают, может быть, есть какие-то способы или советы, которые давали, может быть, родители, односельчане, как уберечься от ранений, или что как вести, с чем можно залечить, скажем, ну, какие-то раны, полученные вот, в ходе там службы? Нет? Наверное, такие сведения, они, что называется, впитывались, потому что когда человек растет в одной и той же среде, он эти знания усваивает, да? Это же очевидно. Но в качестве некого оберега могли молодому человеку отправить с собой землю с родной усадьбы, либо с... Ну, то есть тут больше скорее магические средства такие, обереговые действительно. Не думаю, что эту землю можно было использовать в качестве лечебного средства, хотя в принципе такое тоже есть. Земля использовалась в качестве присыпки, например, на раны, но тут скорее вот такая вот магическая функция. Я думаю, очень интересно поговорили, о многих сюжетах осветили. И, наверное, официальная медицина тоже сейчас, наверное, есть интерес к этим народным средствам лечения. Но можно ли, вот как все-таки вы видели на практике, как люди воспринимают практику народной медицины, советы официальные, как все-таки правильнее поступать, и вот в современной жизни насколько можно аккуратно пользоваться вот средствами, способами народной медицины, что все-таки лучше делать, если вдруг чувствуешь недомогание? Я думаю, что ровно так же, как и раньше, и если это небольшое недомогание, понятное и очевидное для болеющего человека, для родственников, ну, условно говоря, царапина, или небольшой насморк, то можно обойтись средствами народной медицины. Но если это серьезное заболевание, то лучше обратиться к специалистам. Ну, это, наверное, понятно, потому что все равно за то время, может быть, о чем мы говорим, как традиционная культура, это примерно 100 лет назад, да, конечно, уровень медицины значительно вырос. Но больше выхода-то не было. Увеличилась продолжительность жизни, сейчас, это заметно, безусловно. Сейчас гораздо лучше помогают при всех вот и при родах, и при заболеваниях другого какого-то характера. Поэтому давайте будем обращаться к врачам, но при этом, конечно, не забывать
наши традиции. Я благодарю Елену Николаевну за очень интересный рассказ. И мы будем продолжать наши открытые лекции в Арсенале, в Национальном музее. Приходите в музей, будьте с нами. Спасибо. Всего доброго.